кто просыпается вместе с нами. Мы начинаем новую рабочую неделю. А конкретно мы, Катерина Винокурова и Руслан Ачиров. Сегодня 24 января. В этом году отмечается столетний юбилей со дня рождения выдающегося человека, участника Великой Отечественной войны, космофизика Ефрема Апросимова. Сюжет о деятельности Ефрема Ильича подготовили сегодня наши коллеги. Также с нашим гостем, экспертом в области креативных индустрий Виталием Виноградовым мы сегодня поговорим про перспективы проектов развития сельских территорий и о том, где и как в республике можно применять креативные технологии. Ну а в период обострения пандемии коронавируса покажем вам дыхательную гимнастику, которая может применяться как в качестве профилактики против заболевания, так и помогать при восстановлении после перенесенных заболеваний. Конечно, дорогие друзья, хотелось бы сегодня поздравить всех, я думаю, всех касается сегодняшний праздник, это День образования. Ну а какие еще дни связаны с этой датой, 24 января, давайте посмотрим далее. На календаре 24 января, понедельник. Сегодня Международный день образования. Эта дата провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, признавая роль образования в достижении мира и развития. Сегодня отмечается еще и сладкий праздник – Международный день эскимо. Дата эта была выбрана потому, что в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Анава, штата Айова, США, Христиан Нельсон получил патент на эскимо. По народному календарю Федосеев день. На Руси этот день часто бывал очень холодным. Говорили, что нечистая сила, которую во время святок выгнали из домов, некуда деваться и нечем заняться, поэтому она колдует морозы. С морозами были связаны некоторые приметы. Считалось, что морозы в этот день к затяжным холодам, а тепло, напротив, обещает раннюю весну. Этот день в истории. 416 лет назад в этот день официально было объявлено о переносе столицы Испании из Вальядолида в Мадрид. Это было сделано якобы в связи с тем, что туманы реки Писуэрги, на которой стоит Вальядолид, неблагоприятно сказывались на состоянии здоровья короля. После второго переноса столицы империи государства в Мадрид город развивался просто стремительно. К 1625 году его население возросло в 5 раз и составило 100 тысяч человек. В 1848 году в этот день началась калифорнийская золотая лихорадка – неорганизованная массовая добыча золота в Калифорнии. Последствия золотой лихорадки были многочисленными. Всего за несколько лет Сан-Франциско вырос из небольшого городка в крупное поселение. Были построены дороги, школы, церкви, создана система законов, а Калифорния официально стала штатом США. 24 января 1931 года в Москве был основан самый старейший и известный в мире цыганский театр «Ромен». Его основатели задумали его как театр-студию «Индо-Ромен». Первые публичные спектакли призывали цыган на оседлость и ведение трудовой жизни. 87 лет назад в этот день в продаже появилось первое баночное пиво. Новшество настолько пришлось по вкусу населению, что уже через полгода сбыт пива в металлических банках в 5,5 раз превзошел обычные продажи. 24 января 2003 года создан Национальный филармонический оркестр России. Художественным руководителем оркестра был назначен Владимир Спиваков, дирижер, скрипач, известный во всем мире. В состав были собраны лучшие оркестровые музыканты Москвы и Санкт-Петербурга. В этот день родились Пьер Бомарше, французский драматург и публицист, Эрнст Гофман, немецкий писатель, композитор, Дмитрий Ушаков, русский филолог, советский языковед, Михаил Ром, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист Советского Союза, Валерий Абадзинский, советский эстрадный певец, заслуженный артист Марийской АССР, Юрий Башмет, советский российский альтист, дирижер, педагог. Именины сегодня отмечают Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор. Что ж, а мы поздравляем всех работников образования. Учиться и повышать уровень образования никогда не поздно, тем более, что каждый год в мире и республике для этого появляются все новые и новые возможности. Так, в республике в 2021 году, точнее с 2021 года, реализуется проект «Передвижной учебно-строительный комбинат «Пуск».
Основной целью его является, конечно же, создание рабочих профессий, проведение профориентационной работы со старшеклассниками. Ну а подробнее об этом проекте мы сегодня поговорим с нашими гостями. Там Андрей Андреев, заместитель директора Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, Андрей Михайлович. Расскажите подробнее о проекте «Пуск», как он реализован в 2021 году и что в планах на 2022 год. Доброе утро. Доброе. Немного хочу рассказать, как разрабатывался сам проект, проект «Передвижной учебно-строительный комбинат» «Пуск». И в начале прошлого года, в 2021 году, лидеры молодежного правительства Республики Саха-Якутия встретились с председателем правительства Республики Саха-Якутия с Андреем Владимировичем Тарасенко. И на этой встрече были обсуждены проблемы молодежи, находящейся в сельской местности. А также была озвучена идея о том, что было бы неплохо, если бы сами образовательные организации могли бы выехать в те населенные пункты, в которых, к сожалению, нет образовательных организаций, которые ведут программы и реализуют программы среднего профессионального образования. Это краткосрочные курсы. И данный проект мы совместно с молодежным правительством разрабатывали. Это Центр опережающей профессиональной подготовки и молодежное правительство. В 2021 году, разработав данный проект, мы начали апробировать на территории Горного района, в селе Бердигостях. Проект направлен на создание условий для получения безработными гражданами образовательных услуг по образовательным программам профессиональной подготовки по профессиям, востребованных в строительной отрасли. Целью проекта является профессиональное обучение безработных или незанятых молодых граждан рабочим профессиям строительной отрасли и проведение профориентационной работы среди старшеклассников. Основными предпосылками разработки проекта являются такие факторы, как отсутствие в отдельных районах республики профессиональных образовательных организаций, и выбор тех районов был не случайен. И неготовность граждан проходить обучение по интересующим профессиям за пределами места проживания. Это либо по семейным, либо личным и финансовым иным причинам. И в организации реализации данного проекта в селе Бердигостях нам очень помог ООО «Адгезия», которая нам предоставила возможность провести производственную практику данных слушателей и проходить практические занятия. Первый этап проходил в цифровой платформе Центра опережающей профессиональной подготовки. В данном этапе теоретическое обучение проходило в дистанционном формате, а второй этап уже практические занятия и производственная практика проходила на территории работодателей и ООО «Адгезия». Пока так. Андрей Михайлович, вопрос очень, наверное, волнует интересующих, да? Куда можно будет обратиться, чтобы пройти обучение? Чтобы пройти обучение, граждане могут обратиться в центры занятости районов Горного района, Амгинского района и Усалданского района. На следующей неделе мы проводим организационное совещание, где будут обсуждены детали. А также данный проект «Пуск» был выдвинут кандидатом в прошлом году на грант главы. И по результатам отбора мы выиграли грант на сумму 2 400 000 рублей, по которому мы будем обучать не более 100 молодых граждан в возрасте до 35 лет в 3 муниципальных районах, таких как Усалданский район, Амгинский район и Горный Улус. Да, Андрей Михайлович, большое спасибо за очень полезную, думаю, информацию. Ну а сейчас к нашей беседе подключается Елизавета Александровна. Зарубина Елизавета Александровна, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, ЦОП вошел в число победителей 12-го конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Траектория карьеры». Можете рассказать нам об этом проекте? Проект призван помочь ребятам, которые обучаются в Центре образования для того, чтобы пройти качественную профориентацию, которая включает в себя не какие-то разовые встречи,
а мы будем сопровождать их на протяжении всего 2022 года для того, чтобы они смогли получить индивидуальные консультации, посетить уроки, пройти профпробы, а также с сентября у нас начнется обучение на курсах предпрофессиональной подготовки по востребованным направлениям на рынке труда для того, чтобы ребята потом смогли работать уже по тому, чему они обучатся у нас на курсах. Угу. Елизавета, скажите, а могут ли к вам обратиться за профориентационной консультацией взрослые школьники? Да, конечно, могут. Аудитория наших клиентов начинается от 14 и заканчивается в среднем где-то до 70 как минимум можно. Спасибо большое. Спасибо, Елизавета, также за... Да, а скажите, вот какие профессии сейчас в данное время наиболее востребованы? Мы наблюдаем то, что не всегда то, чему обучают в учебных заведениях, соответствует рынку труда, потому что он более мобильный, поэтому и в рамках нашего гранта, и вообще в своих занятиях мы говорим о том, что важно получать востребованные профессии. Например, есть такое направление, как SMM-маркетинг, то есть это администратор Инстаграм-страницы. Сейчас ни в одном вузе, ни в одном колледже невозможно получить эту специальность, но тем не менее есть люди, которые работают в данном направлении и достаточно хорошо реализуют себя и, соответственно, зарабатывают. Да, действительно. А большое ли количество людей обращается к вам за консультацией? Профориентация – это такой сезонный продукт, можно так сказать, но поскольку на каждом из жизненных этапов могут возникнуть вопросы, а туда ли я иду, то да, у нас такой, есть запросы, с которыми к нам обращаются в течение всего года, просто единственная есть разница по месяцам. Например, сейчас в январе, перед тем, как уже окончательно выбрать ЕГЭ, например, сейчас обращаются больше 11-классники. Елизавета, благодарим вас за подключение, плодотворной вам работы. Спасибо. А далее мы прервемся совсем ненадолго, после чего продолжим. Оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия. Вашему вниманию последние события к этому часу. Штрафы за отключение отопления и электричества могут быть увеличены в десятки раз. Сейчас максимальный штраф за несоблюдение требований к качеству жилищно-коммунальных услуг составляет 10 тысяч рублей для ресурсоснабжающей организации, а для ее руководителей – 1 тысячу. Депутаты считают, что такие санкции несопоставимы с нарушениями прав граждан, которые исправно платят за горячую воду, отопление и электричество. Они предлагают увеличить штрафы до 50 тысяч за первое нарушение и до 200 тысяч за повторное. Законопроект с такими нормами Государственная Дума приняла в первом чтении на пленарном заседании 20 января. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработаны группой депутатов. Они отметили, что наказание за ненадлежащее качество коммунальных услуг не менялось с 2007 года. Банк России предлагает ввести запрет на выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Центробанк считает, что в стране нельзя игнорировать нарастание рисков по криптоактивам, учитывая, что российский рубль не является резервной валютой. Также по этому решению регулятора банкам нельзя будет вкладывать свои деньги в цифровые активы, а операции по покупке и продаже криптовалют за реальные деньги необходимо блокировать. Для россиян же предлагают ввести ответственность за покупки в криптовалюте. В Центробанке уточнили, что в настоящий момент на Россию приходится 11% мощностей для майнинга биткоина. Страна занимает 3-е место в мире по объему добычи криптовалют.
В Горном районе заканчивается строительство универсального стрелкового комплекса с интернатом на 50 мест. Строительная готовность самого здания тира закончена. На сегодня строители ведут работы по завершению внутренней отделки интерната. Покрашены стены, облицованные плиткой кабинеты, санузлы и полы. Установлен лифт. Здание интерната трехэтажное с общей площадью более 1500 квадратных метров. На первом этаже расположены хозяйственные объекты, включая столовую с прилегающей к ней цехами. На втором и третьем этажах будут располагаться жилые комнаты. На данный момент работы производят где-то 95%, даже может быть выше. В основном идут сейчас окончательные работы, отделочные и внутренние работы. Вот электричество был, подключение к энергосетям. В принципе, все, тепло есть, все есть. Примерная сдача будет объекта к марту. Ну, все, идем в срок. В принципе, работы производятся на объекте 15 отделочников. Ну и такие инженерные мелкие недочеты доделываются. Ну, все, в принципе, идет по плану. Приобретение тракторов и труб для отопления, ремонт дорог и обустройство летних водопроводов. Эти и другие проекты выбрали жители Хангаласского района в качестве приоритетных для участия в программе поддержки местных инициатив по этапу 2022 года. Всего на конкурсный отбор в Минфин Республики от района было подано 22 заявки. Как выяснилось, хангаласцев больше всего волнуют вопросы теплоснабжения. Сразу 4 муниципалитета подготовили проекты по приобретению труб для отопления. Лесные пожары прошлого года подтолкнули жителей 3 наслегов выбрать проекты, направленные на пожарную безопасность. Жерские и первые мальжагарские наслеги хотят приобрести тракторы МТЗ-82. А в Тумульском наслеге нуждаются в специализированной водовозной технике. В 2021 году наш УЛУС в составе 7 пилотных районов и городского округа город Якутск был включен в пилотный проект по повышению инклюзивности программы поддержки местных инициатив. Так, от муниципального района на конкурсный отбор представлены 2 проекта социальной направленности. Это приобретение оборудования для развивающего центра «Солнышко» в детском саду Сардана и приобретение оборудования для развития инклюзивного образования на базе Покровской средней школы номер 3. Кошек, собак и других домашних животных включат в законопроект об обязательной маркировке и учете животных. Об этом сообщил Владимир Бурматов. По словам депутата, министерство подготовит соответствующие поправки в документ ко второму чтению. В его нынешней редакции речь идет только о сельхозживотных. Изначально нормы разрабатывались для учета и маркировки, в том числе и домашних питомцев, однако были исключены из документа. Парламентарий подчеркнул, что учет животных необходим. Кроме того, он должен быть бесплатным, а идентификация питомцев – вариативной. Сводки по заболевшим коронавирусом нас отнюдь не радуют, но в наших силах сделать так, чтобы оградить себя всячески от этой заразы. Так, не забывайте, конечно же, носить маски, перчатки и лишний раз не прикасайтесь к лицу грязными руками. Ну, а также мы рекомендуем вам сделать дыхательную гимнастику. А как именно, мы вам сейчас покажем. Доброе утро! Сегодня я вам покажу дыхательные упражнения, рекомендованные для людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Итак, первое упражнение по Стрельниковой. Исходное положение вот в таком положении. И упражнение называется ладошки. Сжимаем 8 раз. Во время сжимания делаем вдох носом, выдох свободный. Итак, поехали. И вдох. 8 раз, повтор 4 раза. Следующее упражнение. Ладони в таком вот положении и называется «Обними плечи». То есть 8 раз вдох и поехали. И вдох. Восемь раз, повтор 4 раза. Хорошо. Следующее упражнение – погончики. Исходное положение в таком положении. И руки идут вниз, ладошки раскрываются. Поехали. И вдох. Восемь раз, повтор 4 раза. Следующее упражнение. Вниз опускаем плечи. Насос называется. И раз.
Также 4 раза подхода. Следующее упражнение – кошечка. То есть исходное положение руки в таком положении. И вдох, вдох. Поехали. И вдох. 8 раз, повтор 4 раза. Эти упражнения повышают уровень кислорода в организме, также повышает иммунитет, кровообращение и обмен веществ. Рекомендовано ежедневное занятие этими упражнениями в течение 3 месяцев. Для профилактики достаточно от 2 недель до месяца. Будьте здоровы, до свидания. Сегодня отмечается еще одна знаменательная дата для истории Якутии. Ровно 100 лет назад в этот день родился инженер-конструктор космических аппаратов Ефрем Апрасимов. Но о нем мало кто знает, хотя Ефрем Ильич заслуживает гораздо большего. Об этом подробнее в следующем сюжете. В годы Холодной войны на берегу Енисея появился сверхсекретный военный ядерный комплекс «Красноярск-26». Этому городу посвятил свою жизнь уникальный человек, уроженец Кюбского национального наследия Усьмайского района Ефрем Апрасимов. Начинал он трудовую деятельность с главного специалиста. Затем в своем производственном объединении стал ведущим экспертом по новым спутникам связи. Герой войны, космофизик Ефрем Ильич принимал непосредственное участие в производстве и запуске самых первых военных баллистических ракет дальнего радиуса действия, а также искусственных спутников Земли, предназначенных для передачи сигналов радио и телевидения. В научно-производственном объединении прикладной механики с ним успел поработать короткое время его земляк Василий Ефимов. Он очень тепло вспоминает те дни. Во-первых, технарь до мозга костей. Он очень был эрудированный, очень много знал и очень много читал. Вот правильно говорят, что он был учитель, да? Любой вопрос задашь, он, начиная очень таких азов и заканчивая сложными вещами, мог очень доступно объяснить, да, вот молодым людям. Дальше он очень был такой, с юмором, и он пользовался огромным авторитетом в предприятии, все его знали. При жизни его имя было засекречено, как и имена многих других специалистов космической отрасли. О его работе и достижениях нет публикаций и книг, ведь вся их работа была под грифом «совершенно секретно». К сожалению, поэтому о Ефреме Апрасимове на родине почти ничего не знают. Обучал не только меня как молодого инженера после авиационного института, но он был моим учителем, наставником и вел все время меня к высшим знаниям. К знаниям над интеллектом, к знаниям над материальными. Из Якутии такого второго нету, в который посвятил свою жизнь и работал с такими гигантами, как Решетнев, как Георгий Маркелович Чернявский, Козлов. Вот они, без привлечения, великие люди. И он с ними был постоянно и наравне. Надо отметить, что Ефрем Апрасимов был в числе первых выпускников специалистов по космической радиосвязи и телемеханике Таганрогского радиотехнического института и внес большой вклад в развитие космической науки и техники Советского Союза. Он человек, который занимался строительством космических кораблей и спутников. Я думаю, что это не все так могут и не всем это дано, поэтому мы очень гордимся им, гордимся нашим земляком за его уникальность, за его мудрость, потому что все, кто его помнит, все отмечают его именно мудрость. Они говорят, он был очень мудрым, очень спокойным человеком, и он был нашим учителем, говорят. До учебы в институте Ефрем Ильич в 1943 году добровольно ушел на войну. Награжден Орденом Славы и Орденом Отечественной войны, 3 медалями за боевые заслуги, за победу над Германией и за победу над Японией. Уже в мирное время за трудовые успехи был удостоен золотой медали имени Сергея Королева. Ефрем Апрасимов был прекрасным отцом и дедушкой. Все знают дедушку как космофизика, а я его знаю как деду, моего любимого. И вот до самой его смерти мы писали друг другу длинные, большие письма. Он в каждом письме писал, как он скучает. У меня огромный архив писем и фотографий.
Еще у моего дедушки есть прекрасные правнуки теперь, которые, дочь правнучка в науку пошла, она учится в Новосибирском государственном университете, она по математике и программированию. Вот. А внучок, он пока еще школьник, учится в 8 классе, с точными науками, физикой, химией, математикой, у него проблем нет никаких. Вся жизнь Ефрема Апрасимова, первого эвенка из Якутии, была посвящена покорению космоса. В год столетия образования республики сегодня выдающемуся сыну эвенкийского народа исполняется 100 лет. Оксана Устинова, Григорий Хлопков, Семен Семенов, Якутск. Действительно, такие люди, как Ефрем Апрасимов, заслуживают не только звания исторической личности, но и по их судьбе можно изучать историю не только республики, но и страны, а еще историю можно изучать по вещам. Руслан, вот ты как заядлый автомобилист, расскажи, как ты относишься к отечественному автопрому? Ну, Катя, я наверное, отношусь так же, как и большинство из нас, но надо сказать следующее. Когда я учился на права, то обучался на «Жигулях», и после этого для меня любой автомобиль на механике просто как обычные семечки. Да, я думаю, большинство именно учились и действительно на механике. В музее ретро-техники хранится очень уникальный экспонат. Автомобиль «Волга». Принадлежал он первому президенту Республики Саха-Якутия Михаилу Ефимовичу Николаеву. На нем он ездил на свою работу. Подробнее узнаем об этом экспонате далее. Автомобиль ГАЗ-3102 «Волга», на которой ездил первый президент республики Михаил Николаев. В 1997 году премьер-министр России Борис Немцов обратился к главе государства Борису Ельцину с предложением пересадить всех российских чиновников на отечественные автомобили. Нижегородская фирма «ГАЗ-Техносервис» разработала специальную модель «Волги» повышенной комфортности. В машине появился кожаный салон, кондиционер и даже холодильник. А под капотом обосновался японский 6-цилиндровый двигатель с механической коробкой передач. Главным отличием этой машины от десятка других «Волг» в Якутске был уникальный номер. На красном фоне белые буквы «Саха» и цифры 0001. Номер был неофициальный, его специально заказал начальник ГАИ Дмитрий Максимов на фабрику, где штамповались госномера. Его ставили, когда машина выезжала на официальные мероприятия и встречи. В обычные дни на машине стоял стандартный номер. После того, как эту машину не списали, ее стали использовать по хозяйству в автобазе правительства, этот номер забрали в музей ГАИ. Там он пролежал до прошлого года, пока, когда мы уже открывали музей, мы его попросили забрать именно, чтобы повесить на эту машину. Автомобиль первого президента республики по праву является одним из самых популярных экспонатов музея ретро-техники. Дорогие телезрители, если у вас возникают какие-то вопросы к нам, к нашим гостям, или же вы хотите предложить какую-то интересную тему или задать вопрос нашим экспертам, героям наших рубрик, то смело можете писать на наш рабочий WhatsApp. Он работает 8 914 273 4488. Также не забывайте подписываться и следить за последними новостями на нашей инстаграм-страничке «Утро, _Якутия». Катя, скажи, а ты знаешь, что такое бейс-джампинг или банджи-джампинг? Вот приставка мне не знакома. Джампинг, понятно, что это прыжок, да? Да, это когда тебя привязывают за ноги, и ты прыгаешь. Да, конечно, я видела много раз это по телевизору, но, знаешь, я никогда бы не осмелилась этого сделать. Ну, я думаю, что у тебя есть еще время даже подумать и посмотреть, потому что далее в нашем сюжете мы расскажем об одном московском пенсионере. Давайте посмотрим. Как видишь, в свои 68 лет Михаил является 4-кратным рекордсменом России по банджи-джампингу. Не так давно пенсионер подал заявку на установление еще одного достижения. Как рассказал мужчина,
Бейсджампинг кардинально поменял его жизнь и характер. С момента увлечения прыжками он начал активно заниматься спортом, освоил горные лыжи и стал более решительным и смелым. Помимо этого, Михаил придумал необычную деталь. Теперь во время прыжков он рисует. Мужчина прикрепляет холст к руке, наносит на пальцы краску и создает абстракции за время свободного падения. Михаил добавил, что в картинах он выражает свои чувства, которые испытывает в процессе полета. Теперь же мужчина желает покорить многие другие мировые вершины. Одной из главных мечт Михаила считается прыжок в кратер вулкана в Чили. Когда оказался на краю, а первый прыжок у меня был с 207 сразу, прыгнул, а когда уже стал прыгать, уже деваться-то некуда. И понял в этот момент, какой это кайф. И тут же, когда меня достали наверх, я совершил уже второй прыжок спиной. Ну и все, и вот так началась моя эпопея. У меня 445 прыжков, 311 с высоты 207 метров, 72 прыжка – это 69 метров, и 73 прыжка по всему миру, со всей планеты, самые высокие, самые значимые платформы, банджи-платформы мира. Ну, слушай, я думаю, что Михаил, он один из таких людей, которые, наверное, относятся к воздушным знакам зодиака. Кстати, про гороскоп мы поговорим сегодня также в нашей программе. Он планируется на всю неделю, поэтому оставайтесь с нами, впереди вас ждет обязательно. А далее мы подключаемся по скайпу к нашему гостю. Да, пока хотелось бы рассказать, что развитие через творчество и креатив. И 25 января в рамках реализации проекта развития сельских территорий через культурные проекты пространства коллективной работы Сайды в муниципальных образованиях нашей республики пройдет проектная сессия с участием приглашенного эксперта Виталия Виноградова для представителей муниципальных образований, которых открыты либо планируется открытие пространства развития Сайды в 2022 году. Что это за проект и как еще можно в республике применять креативные технологии? Об этом мы поговорим с Виталием Виноградовым. Виталий, здравствуйте, доброе утро. Утро ли у вас? Расскажите о цели вашего визита и о проекте развития сельских территорий. Здравствуйте. Да, у меня время якутское, я уже несколько дней в Якутске, и начинаю переходить на местное время. Значит, проект этот реализуется точкой кипения ИАНО индустрии будущего. Проект этот призван оживить сельские территории, предотвратить отъезд людей из сельских территорий и позволить тем людям, которые там проживают, заниматься тем, что им нравится, и еще по возможности, мало того, что творчески самореализовываться, но еще и по возможности еще и зарабатывать на этом. Поэтому наша задача посмотреть на те культурные проекты, или, скажем так, проекты в сфере креативных индустрий. Да, есть такое популярное понятие в последние годы, тем более, что на уровне Якутии, на уровне республики есть утвержденная концепция. В конце 2019 года она была утверждена, концепция развития креативных индустрий. Соответственно, наша задача в том, чтобы найти те проекты, которые реализуют и сейчас, или тех людей, которые являются носителями каких-то знаний, разбираются в ремеслах, промыслах, желательно, конечно, с этническими мотивами. Помочь им упаковать этот проект для того, чтобы получить необходимые ресурсы, если требуются ресурсы для реализации этого проекта. То есть мы будем обеспечивать, скажем так, критический взгляд со стороны на то, что есть на данный момент, и подсказывать, как мы видим себе развитие этого проекта. Плюс еще попытаемся прокачать эти проекты с технологической точки зрения, потому что, как ни крути, технологии развиваются, цифровизация шагает семимильными темпами. Поэтому если с нашей точки зрения подключение IT информационных технологий и цифровизации к развитию, скажем так, классических культурных проектов поможет для развития этих проектов, для привлечения ресурсов, то мы будем работать над этим. Спасибо. Скажите, Виталий, недавно при вашем участии прошла стратегическая сессия, посвященная будущему государственного цирка. Расскажите о ней и какие решения были приняты.
Вы знаете, это было очень интересно. Я в каком-то смысле получил огромное удовольствие от участия в этой сессии, потому что цирк — это такое очень приятное воспоминание из детства. И тем более, что вот мы пообщались с основателем, с директором цирка и с членами его команды. Было больше 20 человек присутствовало. Это все очень интересные творческие люди, при этом они очень открытые. Наша работа заключалась не в том, что я или кто-то еще попытались научить, как нужно жить. Нет, это был диалог, это была попытка взглянуть в будущее. Каким образом классическое цирковое представление может видоизменяться, опять же, прежде всего с использованием, с привлечением новых технологий, для того, чтобы сделать это цирковое представление более интересным, более востребованным у молодого поколения, потому что мы знаем, мы видим, да, на наших детях то, что они растут немножко по-другому, не так, как мы и раньше. То, что они растут с гаджетами, то, что они растут с интернетом. Вот. И поэтому зачастую для того, чтобы их привлечь или удержать их внимание, надо применять немножечко другие тактики, не так, как это было в нашем детстве. Вот. Поэтому мы разговаривали про все про это. Результатом нашей работы, это не будет какой-то такой одномоментный результат, да? Это попытка забросить в головы вот этих вот ребят, цирковых ребят, забросить мысль о том, что нужно развиваться. Мы поговорили про конкретные технологии, которые можно и нужно применять в цирковых представлениях. Не только в цирковых представлениях, потому что есть желание и понимание того, что цирк может быть не просто местом, где вот на арене цирка там акробаты и животные, да, показывают что-то интересное. Это на самом деле еще некая такая социальная точка притяжения для проведения досуга, семейного досуга, молодежного досуга. Вот, поэтому вот в развитии того, о чем мы говорили на стратегической сессии, будем думать уже над конкретными какими-то технологиями, над конкретными номерами, над конкретным оживлением циркового пространства. Ну и очень надеюсь, что в ближайшем будущем смогу побывать, уже увидеть конкретные результаты нашей работы. Виталий, скажите, где и как еще можно применить проекты креативной индустрии в нашем городе и в республике в целом? Вы знаете, я не первый раз уже в Якутии, вот, и когда я был первый раз, я удивился, то, что у вас очень сильная IT-индустрия, то, что у вас очень много классных айтишников, то, что у вас очень много людей творческих. То есть, повторюсь, для меня когда-то это было открытием, сейчас я уже к этому, я это знаю, что это действительно так. И я на федеральном уровне, вот среди своих контактов, я занимаюсь киноиндустрией, я занимаюсь анимацией, да, или мультипликацией. Вот. И, соответственно, я как минимум распространяю информацию о тех проектах, которые я вижу здесь, о тех интересных ребятах, которые горят желанием сделать какой-то творческий проект. Вот. И думаю над тем, каким образом привлечь ресурсы для реализации этих проектов, каким образом интегрировать, может быть, ваших местных ребят и местные проекты в какие-то более крупные проекты федерального уровня или даже мирового уровня. Это все возможно, и в общем, это все надо делать. То есть, не надо закрываться в рамках или города Якутска, или республики Якутск. Да, надо выходить вовне. Я вижу то, что есть интерес сейчас очень большой и в России, и в мире к этническим мотивам в креативных индустриях. Вот, этим нужно пользоваться и делать из этого не просто творческий проект, а еще и даже коммерчески успешный проект. Виталий, ну вот как раз-таки об интересных креативных ребятах, про которых вы сказали. Расскажите, с кем вы успели познакомиться, с кем поддерживаете связь и, возможно, поработать? Вы знаете, их на самом деле настолько много. Вот меня тут раздирают на части. Я, с одной стороны, это представляет определенную сложность мне, да, потому что и разница во времени, и есть какие-то еще проекты, которые там, мне нужно выполнять, мои текущие проекты. Вот. Но зато я понимаю то, что меня тут ждут. Вот сейчас вот буквально я поднялся снизу, был в кофейне, да, ко мне подошли представители двух проектов. Мы поговорили про цифровизацию отдельных таких относительно классических, скажем так, бизнесов, типа кофеен, вот, или ресторанного бизнеса. Там тоже на самом деле очень велика так называемая креативная составляющая или креативная, в общем, доля креатива, которую можно и нужно использовать в классическом бизнесе, который позволяет сделать классический бизнес более успешным, более интересным, более востребованным у потребителей. Вот, так что это буквально
Ну вот вчера подходили ребята, которые пишут книжки, издают книжки. Есть художники, есть графики, в том числе компьютерные графики. Вчера вечером мы говорили про мультипликацию, встречались с одним проектом, который занимается мультипликацией. Вот. Есть кино, и мы будем отдельно встречаться с вашим новым директором Саха фильма, вот, обсуждать, значит, проекты в сфере кинематографии. Поэтому это очень совершенно разные проекты. Они, с одной стороны, и хороши тем, что они все разные, а с другой стороны, можно и нужно думать над тем, каким образом их соединять, интегрировать, для того, чтобы вот те ресурсы, которые мы пытаемся привлечь, для того, чтобы они не распылялись между отдельными проектами, а для того, чтобы можно было их максимально эффективно использовать. Спасибо большое, Виталий Виноградов. С нами на связи был Виталий Виноградов, эксперт в области креативной индустрии. Виталий, спасибо. Будем надеяться, что все проекты обязательно будут реализованы. Спасибо. Спасибо, Виталий. Ну а мы, в свою очередь, прервемся сейчас на небольшую паузу. И далее у нас тоже будет очень много интересной информации. Поэтому оставайтесь с нами и не переключайтесь. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. 13 социальных объектов, в том числе 4 школы и 3 детских сада, будет построено в этом году в рамках федеральной программы развития сельских территорий. Также будет введен в эксплуатацию спортивный комплекс с плавательным бассейном в Сунтарском районе. В некоторых селах проведут газопроводы и уличное освещение. По программе развития сельских территорий также предусмотрена подготовка кадров и социальная поддержка сельхозработников. В целом в Якутии на реализацию работы с федерального бюджета выделено 1 миллиард 333 миллиона рублей, а из республиканской казны 27 миллионов. Индивидуального жилищного строительства предусматривается расширение категорий, которые будут получать эти субсидии по выплате. Это туда входят работники ветеринарной службы. И с последними случаями, большими пожарами, постановочный вопрос республики было включить и работников лесного хозяйства. Поэтому работники лесного хозяйства тоже имеют уже право получить эти социальные выплаты по найму жилья. По подготовке кадров сельхозтоваропроизводители могут направить своих работников учиться на платной основе. Это возмещается с федерального бюджета по этой программе. И тоже хотел бы сказать, что даже производственную практику, когда проходят молодые специалисты, студенты проходят, тоже возмещение идет с федерального бюджета. На контроле органов прокуратуры республики находится соблюдение законодательства об ответственном обращении с безнадзорными животными. В рамках этой программы органы прокуратуры на системной основе проверяют региональные пункты передержки собак. Прокурорами выявлено более 350 нарушений закона, принято свыше 220 актов реагирования. В результате принятых мер и взаимодействия с органами местного самоуправления созданы приюты для животных в 7 районах. В 10 организованы работы по их созданию. Проведенной проверкой прокуратуры республики в департаменте ветеринарии выявлены факты отсутствия должного контроля за исполнением муниципалитетами переданных полномочий, выразившихся в отсутствии проверок, административной практики. В 20 районах республики не проведены профилактические мероприятия по разъяснению действующего законодательства гражданам. Также допускались факты ненадлежащего рассмотрения обращений граждан по вопросам нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, проверки по которым фактически не проводились. По фактам ненадлежащего отлова безнадзорных животных прокурорами внесено 16 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 11 лиц. Усилена работа специализированных организаций по отлову, дополнительно привлечено 115 работников, выделено 19 единиц спецавтотранспорта. Вместе с тем уголовные дела возбуждены по ранее имевшимся фактам нападения собак на жителей Якутска. Так, по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц окружной администрации. По этой же статье уголовное дело возбудили и по факту нападения собак на женщину в районе агротехнологического университета. Проверки по данной линии продолжаются, в том числе дается оценка данным о жестоком обращении с животными при отлове.
Алмаздортранс перевезет более 30 единиц горной техники по Усть-Кутскому зимнику на северной площадке Алроса. Технике предстоит добывать алмазоносную руду и перевозить горную массу в Нюрбинском и Батуобинском карьерах и с новой трубки Майская. В горнообогатительные комбинаты завезут экскаваторы, бульдозеры, карьерные самосвалы. 3 самосвала уже перевезли в Накын. Часть техники мы уже отгрузили за отработанные дни января. У нас отгружено 7 тралов, то есть 7 тяжеловесных мест мы уже забрали. Планируем планомерно в течение зимника всю эту технику завести на площадке Алроса для запуска в работу. Кроме своих тралов мы задействовали тралы привлеченных перевозчиков, которые нам помогают осуществить эти перевозки. К этому часу это вся информация. Хорошего дня. Спасибо, Надежда. А мы продолжаем это утро Якутии. 24 января на календаре. Начинаем новую неделю вместе с вами. Ну а сейчас подошло самое время узнать, что звезды подготовили нам на этой неделе. Овны. Неделя заставит всерьез заняться личными отношениями. Тем, у кого есть семья, следует максимально сосредоточиться на нуждах близких людей. Время заняться собой появится к выходным. Астрологическая картина конца этой недели не исключает романтических знакомств. Тельцы. Тельцам на этой неделе не придется бороться с проблемами. Гороскоп указывает на то, что творческий потенциал представителей зодиакального знака существенно возрастает. В конце недели нежелательно убегать от решения вопросов в личных отношениях. Чем четче и яснее будет ответ, тем ниже вероятность ревности, обид и недосказанности. Близнецы. Удача на этой неделе сама бежит в руки близнецам. Вам лишь нужно проявить предприимчивость и сноровку. Научитесь читать между строк информацию, полученную в ходе каждого диалога, правильно расшифровывайте подсказки Вселенной. Раки. Эта неделя призывает к борьбе за независимость. И пусть эта борьба сосредоточится в домашних стенах, для вас она от этого не станет менее значимой. Чем доходчивее объявите домочадцам о своих желаниях и намерениях, тем меньше у них останется шансов убедить вас в обратном. Человек, который появится в вашей судьбе в этот период, немного позднее займет в ней прочное место. Львы. Астрологическая обстановка этой недели открывает перед вами заманчивые перспективы. Когда есть несколько вариантов развития событий, следует предпочесть тот из них, который максимально комфортен не только для вас, но и для вашего близкого круга. Во второй половине этой недели многие из вас заметят, что энергетический потенциал снизился. Если это действительно так, то это указывает, чтобы вы слегка снизили жизненный темп, нашли время для отдыха. Девы. События этой недели призовут дев забыть про прагматизм. Чуть больше откровений в сфере любви и раскрепощенности в браке – вот что поможет сделать атмосферу вокруг представителей вашего зодиакального знака более спокойной и гармоничной. Весы. Представители знака порой будут не слишком сдержанными в поведении и словах. Это, в свою очередь, может кого-то обидеть. Постарайтесь как можно скорее выправить ситуацию в позитивное русло и не отказывайтесь принести свои извинения. Больше рассчитывайте на себя, меньше на помощь кого-то другого. Скорпионы. На этой неделе суждено испытать легкую грусть. Перешагните через неприятности, настройтесь на позитив и подумайте о том, как защитить себя от подобных ситуаций в будущем. В конце недели, скорее всего, придется оправдываться перед кем-то из близких людей. Главное, не убегайте от ответственности, ищите пути для того, чтобы устранить нерешенные вопросы. Стрельцы. На этой неделе может поступить материальная помощь или предложение, связанное со сферой финансов. Астрологическая обстановка для других жизненно важных аспектов будет не менее благоприятной. В ближайшие дни стрельцы заметят приятные перемены в личных делах, устранят разногласия в браке, найдут слова, чтобы достучаться до близкого человека. Козероги. Неделя благоволит любым начинаниям козерогов. Особенно хорошо у типичных представителей знака будут удаваться дела, в которых можно применить врожденную харизматичность. Для хозяйственных дел эта неделя подходит не лучшим образом. Любой процесс, который вы наметите начать в домашних стенах, займет гораздо больше времени, чем изначально предполагали. Водолеи. На этой неделе следует тщательно оберегать конфиденциальные сведения. В жизни многих водолеев наступает решающий момент в личных делах. Одинокие представители зодиакального знака получат шанс услышать заветное «да». Семейные водолеи с удивлением обнаружат, что страсть внутри супружества никуда не исчезла. Возможно, она разгорится с удвоенной силой, если подкинете в этот камин пару романтических поленьев.
направлениях. Рыбы. Интеллектуальная составляющая рыб на этой неделе будет на высоте. Ищите максимально правильное и полезное приложение возросшей энергии. Избегайте утопичных идей. Верьте фактам, интуиции и тому опыту, что скопили за жизнь. Совещаться с кем-либо не стоит, так как мнение посторонних людей в этот период будет лишено объективности. Ну а чтобы вся неделя была доброй, начинать ее необходимо с бодрого понедельника. Ну а как это сделать наиболее правильно и эффективно, давайте посмотрим в наших полезных советах. Избегайте работы в темных помещениях. В темноте организм начинает вырабатывать гормон мелатонин, также известный как гормон сна. И человек чувствует усталость и сонливость. Добавьте в кабинет свет, откройте окна или включите лампы. Хорошенько взбодриться поможет быстрая ритмичная музыка. Еще лучше, если вы будете слегка подпевать или пританцовывать ей в такт. В обеденный перерыв постарайтесь отказаться от обильной и тяжелой пищи. В противном случае организм бросит всю энергию на ее переваривание, а вы почувствуете усталость и сонливость. Лучше сделайте выбор в пользу фруктов или овощей, или же разбейте свой обед на несколько небольших перекусов. Также можно прибегнуть к акупунктуре, воздействию на определенные точки организма, которые помогут вам взбодриться. Разотрите пальцами ушные раковины, помассируйте нос и виски, разотрите ладони. А еще можно приготовить энергетический напиток. 3 чайных пакетика заварите в 250 граммах горячей воды. Добавьте 10-15 дрожжей аскорбиновой кислоты. Подождите, пока витаминки растворятся. Добавьте 250 граммов холодной воды, дайте напитку остыть и пейте в течение рабочего дня. Ну аж кому не занимать бодрости, так это юной летчице Заре Рутерфорд. 5 континентов, 52 страны и 51 тысяча километров. В конце прошлой недели легкомоторный самолет, за штурвалом которого находилась 19-летняя Зара Рутерфорд, приземлился в международном аэропорту Кортрейк-Вевельгем на западе Бельгии, завершив тем самым кругосветное путешествие, продлившееся чуть больше 5 месяцев. 18 августа юная летчица отправилась в полет, который пролегал в числе прочего через Гренландию, США, Колумбию, Россию, Южную Корею и Германию. Предполагалось, что путешествие займет 3 месяца, но плохая погода и проблемы с оформлением документов заставляли ее совершать вынужденные задержки, иногда исчисляемые неделями. Зара Рутерфорд тренировалась управлять самолетом под руководством отца с 14 лет, а в 2020 году получила лицензию пилота. Теперь в планах девушки поступить на инженерный факультет британского или американского университета, а в будущем, если повезет, стать астронавтом. В Сибири было тяжело. Слава богу, ничего не произошло, но если бы что-то случилось и двигатель остановился по какой-либо причине, то я бы застряла на морозе в минус 35 градусов в 3 часах от ближайшего пункта спасения, а у меня нет снаряжения, чтобы выжить в таких условиях. Лететь из России в Южную Корею тоже было непросто, потому что мне пришлось сделать огромный крюк вокруг Северной Кореи. И в какой-то момент погода начала портиться, и я задумалась, не войти ли ненадолго в воздушное пространство КНДР. К счастью, это не потребовалось. На самом деле завидуем мы этой девушке. Такая потому что молодая, такая умница. Да? Еще так много свободного времени. Представляешь, столько континентов пролететь на самолете. И хочется пожелать, чтобы все мы, правда, побольше путешествовали, несмотря ни на что, и чтобы нам в этом ничего не мешало. Так, наш часовой эфир подходит к концу. Мы очень надеемся, что вам с нами было тепло и уютно. Ну и, конечно же, желаем вам отличного начала этой трудовой недели. И пусть на этой неделе будет больше позитивных новостей. Ну а мы встретимся с вами уже завтра. До новых встреч!